Вот и наступило начало самых страшных времен. Вот теперь волонтеров заставили замолчать. У нас нет права голоса, за нас все решили наверху. Прикрылись детьми, фальшивой статистикой. Нас блокируют, перекрывают любую возможность защитить тех, кто себя не защитит. В городах убивают, если защитишь, оштрафуют. Законы и поправки придумывают на ходу. Народ ожесточился не на шутку. Даже на самых тихих, скромных, живущих собачек мамашки вызывают отлов, чтобы быть как все. Ведь разрешено. Резко упали все спасения, все вывозы из разных городов. Передержки переполнены, пристройства стоят. Сажать других некуда. Местное население не разбирает. Только слышу, как тяжело кормить, лечить имеющихся у себя 2 собачек, 3 кошечек. А что делать мне, когда их не 2 собачки, а далеко за 200? И они также хотят есть и не умереть. Помощь финансовая упала так, что на эти деньги от силы прокормить 30-50 собачек. А что делать остальным? Здесь не пристроишь. В Европу дорогие титры. Разве это не палки в колеса? Когда я собираю от 2-3 роликов, и вместо того, чтобы купить корм, я не знаю, куда потратить эти 100 тысяч. На корм и пару недель поесть или на титры, но с возможностью и перспективой, что нас выберут в последующем на пристройство в Европу, или заплатить рабочему, чтобы не сбежал от тяжелой работы. И вот я выбираю титры, чтобы еще 15 собачек можно было предлагать в пиар. Авось выберут. А здесь бесплатно, без титров. Наши собачки не нужны, какими бы они ни были умными и красивыми. И новых мы не спасем. Меня закидали бывшие домашними, умными, плачущими, выкинутыми собаками после гибели их хозяев на войне. И я не могу им помочь. Вот, например, 3-лапый щенок, никому не нужный, никто не спасет, а он так радостно бежит к человеку. Вы знаете, мы можем много говорить, как изменился мир, изменилась жизнь. Это общие фразы. Но именно в теме животных мы особо ярко видим, как изменились люди, изменились мы, что стало с каждым из нас, как мы и каждый из нас проявляет свою сущность. И ведь мы не сплотились в этом горе, нет, каждый сам за себя. Или за своих 2 собачек, 3 кошечек. Да, материальные возможности у людей упали. По старинке меня воспринимают волонтером, у которой все хорошо, все получается. Спасаю много, всех оплачиваю. Эти времена прошли давно. Сейчас все изменилось. И началась другая эпоха, в которой мы еще не жили, в которой надо жить без денег. Но я не знаю, как. Если бы это был бизнес, то я бы сложила полномочия и объявила бы себя банкротом. Но у меня собаки, которых я наспасала, как кто-то скажет, которые остались живы, потому что я их наспасала. И вот они живые, но я беспомощна им помочь. Может, кто-то скажет, что бы вы сделали на моем месте? На карте 9 тысяч, зато оплачены титры еще 15 собак. Через день оплата рабочего 80 тысяч. У кого-то корм есть дней на 5, у кого-то он заканчивается завтра. Передержки оплачены у кого-то ноябрь, у кого-то январь, у кого-то февраль. 2 собачки уехали в Эстонию, их дорогу по 250 евро тоже пришлось оплатить мне, тоже из денег корма. Итак, на карте 9 тысяч. Сдаться, сбежать, зарыть голову в песок, что сделать, что выбрать? А просто слушать, как стонут, плачут собаки в отловах перед смертью. Плохие кадры не показываю. Покажу тех же. Мы еще живы. Сегодня. А завтра? Не знаю. Не уверена. Все это говорит о том, друзья, что без вас не справиться. Мы не выживем. Если на карте у куратора с сотнями собак будет всего 9 тысяч, нас не спасут даже 90 тысяч. У нас полный капздец.